Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. С понедельника что начнется, какие события, какие перемены? Загадайте, пожалуйста, на себя и обязательно так и спросите: с понедельника что начнется в моей жизни? Чего мне ждать, к чему готовиться? Пусть нужная и правильная информация вас, мои дорогие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ух, буква А. Как будто бы два человечка с собой сформировали букву А. Вдвоем с кем-то на пару, сообща, вы действительно возьметесь за очень-очень хорошее новое дело. У вас это событие вообще с левой стороны находится. Может, вы что-то планируете в одиночку. Но в одиночку точно не получится, а нужный человек, я так понимаю, сам найдется. Что бы это ни было, вдвоем и начнете, и успеха добьетесь. Причем все делите поровну, на равных. Такая поддержка, такое участие вам только лишь в плюс пойдет. Дальше показывают, что развязываются веревки на ваших руках. Почему-то прям так руки у вас, да, и очень сильно были связаны, прям намотана веревка была, такой канат прям. И вы ручками не могли пошевелить, не то чтобы их там разделить. А теперь эти веревки, они как будто бы развязываются, очень сильно ослабились. И при желании вы просто можете выдернуть одну руку, либо, в принципе, да, вот дернуть, подергать, да, и эти веревки, они спадут. Ну, связанными руками могут показать ситуацию, где вы просто были ограничены в возможностях, вы не могли действовать. Кто-то вам запрещал, либо что-то там, законы, правила. Возможно, у вас не было нужной информации для того, чтобы действовать. Ну, что бы это ни было, оно начнет уходить. Не сразу, не за один день, а как-то, знаете, вот постепенно, все легче и легче, все проще и проще. И в какой-то момент эти веревки просто упадут на землю, и вы почувствуете, что сами владеете своими ручками, что хотите, то и делаете. Дальше показывают очень маленькую овечку с таким прям, знаете, не детским аппетитом. Овечка съедает все, что видит, и еще просит. Новое дело, либо какое-то дело, которое, ну, в ваших глазах не особо перспективное, вдруг начнет развиваться, причем, ну, вот прям действительно по-взрослому. Но нужно, конечно, эту овечку кормить. Желательно свежей там травкой, либо каким-то пахучим сеном. Не знаю, что еще кушают овечки. Наверное, травку, сено, может, какой-то комбикорм. Ну, в общем, кормите эту овечку, она у вас вырастет, как не по дням, а по часам будет расти. И шерсть сострижете несколько раз. Да вообще какое-то незначительное дело приносит вам очень конкретный и щедрый результат, да, особенно вот в денежном выражении. Кормите, кормите, все назад вернется, да еще и с прибылью. Дальше ключик. А ключик не подходит. Вас либо обманули, либо, ну, какая-то ошибка произошла. Вот ключ есть, но к замку не подходит, дверь не открывается. Не тот ключ, не тот. Возможно, вы действительно стали жертвой заблуждения, либо чего-то обмана. Но вот раскроется, что информация неверная, что ключ не тот, что нужно что-то другое. Вы сильно не расстраиваетесь, знаете, что у вас еще предостаточно времени, чтобы найти нужный ключ, либо подобрать нужный ключ, чтобы желанная дверь открылась. Ну, так иногда бывает. Вы знаете, люди и сами могут обмануться, да, и даже там несознательно обмануть других. Поэтому не ищите врагов, не ищите, вот как это могло произойти, почему так произошло. Не тратьте время зазря, а ищите правильный ключ, и вы точно его найдете. Дальше, с левой стороны человек. Человек такой, знаете,
по принципу капусты одет, да, очень много одежды на этом человеке, а вся одежда разная. То есть там и какая-то обычная повседневка, и домашняя, и что-то вот такое вечернее, нарядное. У человека много ролей, наверное, либо человек в разных ситуациях ведет себя по-разному. Смотрите, этот человек сначала вам очень не понравится, и вы скажете: фу, лицемер какой-то актер, да, лицедей, лукавый. А потом так присмотритесь и поймете, что ведь нет, человек неплохой. Да, у человека много ролей, но человек эти роли отыгрывает честно. То есть, да, в какой-то ситуации нужно быть рубахой парнем, в какой-то нужно быть таким вот прям строгим человеком, да, авторитетом. Вот сначала вам этот человек не понравится, потом вы даже восхищаться будете. Ну, может быть, фанатом не станете, но тем не менее, вот скажете: о, надо взять на заметку. И еще взаимодействие с этим человеком вам прям показаны. Показаны, ничего плохого не случится. Наоборот, хорошее может произойти. Поэтому общайтесь, взаимодействуйте, сотрудничайте. Ну, что там у вас будет. Вот. И первое мнение, первое суждение, оно у вас ошибочное, к сожалению, да? Ну, хотя, наверное, так оно и есть. Как по одежке встречают, по уму провожают. Вот вы по одежке встретите, а по уму проводите. Вот как-то так мне идет. Дальше, мои хорошие, гол. Вы забьете гол. Либо кто-то забьет гол. Я не знаю, сейчас у нас кто? Этот чемпионат, да, мира по футболу начался. Возможно, вы за какую-то команду болеете. Либо... Ну да, заядлый болельщик, может, там ставку сделали. Но вот показано, что гол будет забит. Вот. Если вы от футбола очень далеки, то это ваш гол, вы кому-то прям пробиваете. Да? Я не сильна в футболе, но это прям пробиваете такой вот гол, да, который вообще невозможно отбить. Какой-то фантастический, очень сильный, такой, что вот никто не сможет среагировать. Забить гол – это себя показать и добиться своей цели. Возможно, вы сами в себя там не до конца верите, ну, либо сомневаетесь, что я вот смогу, там, я не очень хороший игрок, либо я вообще не игрок, либо я там не разбираюсь в той или иной сфере, но у вас получится. Вот знаете, есть такая поговорка, что новичкам везет. Возможно, да, это про вас. А возможно, вот вы зря к себе очень скептически относитесь. У вас получится, вы забиваете очень классный такой прям мощный гол. А если вы болельщик, то, скорее всего, ваша команда забьет, там, либо это будет какой-то решающий гол, который, ну вот, в конце там матча, да, и все, типа команда победила, да, такой вот прям момент вышел. Дальше. Перышко показывают и бубновую масть. Собачка. Ну нет, это не собачка, это какой-то оборотень. Мелкий. Вот почему перепутала с собачкой, потому что оборотень мелкий. Перышко вам, бубновая масть вам, а оборотень мелкий. Вообще не страшно. Слишком, наверное, этот оборотень в себя поверил, такой: я большой, страшный оборотень, да? А на самом деле, ну, не больше, чем маленькая декоративная собачка. Никто не боится, и всем, как бы, знаете, все ложили на этого оборотня. Вот. Перо – это легкость. Вот все, что касается документов, да, бубновая масть – это у нас документы, деньги, договора, подписание всяких нужных важных бумаг, там, выставление этих гербовых печатей, штампов, подписей, вам дастся легко. А вот этот оборотень мелкий, ну, может, это какой-то поганец, либо тот, кто там попытается из себя состроить важную персону. Вы скажете: да сиди тихо, да, делай свою работу, ставь подпись. Не мути тут воду, да. И вот человек скажет: ничего себе, не боится. Кто она? Может быть, за ней какие-то серьезные люди стоят, да? Лучше от греха подальше все сделаю и тихо отползу. Ну, вот как-то так оно и будет. Тьфу-тьфу. Вот вы в себя поверите, вы не позволите никому себя напугать, либо сбить с правильного пути, с выбранной цели, да? Отвести. Скажете: пойду до конца. Мне все равно, что там за чиновники. Мне все равно, что они там как цепные эти псы, злючие, как церберы. Вот мне надо, и все. Ну, вот так и пойдете, и пройдете, и легко пройдете. И никому в голову не придет. Да? Все будут думать, что вы какая-то вот
блатная, да, раньше было такое понятие, что за вами какие-то люди стоят, что нужно вас как можно быстрее там обслужить, уважить и с добром отпустить. Легко, легко получится. Вот кто начнет заниматься документами, либо какими-то важными договорами, там, не знаю, деньги, переводы денежные, там, получение каких-то денег, вот прям легко пойдет. Вам уверенности в себе вообще не занимать. Даже если ее у вас нет, то выглядит так, как вы прям самый уверенный в себе человек. Ну, а со стороны, понятно, да, но виднее. Дальше. У вас знак бесконечности, но он как будто бы в тумане. В тумане. Знаете, какая вот картинка идет, что мужчина с женщиной, у них вот отношения, и они счастливы, и они любят, но перспективы туманные, например, да? Вот иногда такое бывает, что люди начинают ни с того ни с сего там переживать, думать о чем-то. Возможно, речь идет о ком-то знакомом вам. Допустим, вы мама, ваш сын и дочь, например, влюбились, да, и отношения построили. И вы их любите, вы очень желаете, чтобы ваши дети были счастливы. Но с другой стороны, непонятно, что там будет дальше. Да все хорошо будет. Это вот вечность, да, знак вечности. Они будут счастливой парой, и все трудности, и невзгоды, все это сообща, рука об руку, да, нога в ногу, они пройдут, перейдут и будут жить долго и счастливо. Если вы с кем-то сошлись в пару, и вы не знаете, что будет дальше, там, начинаете на пустом месте волноваться, все хорошо будет. Ваши отношения, ваша любовь, ваша пара, она навечно. Именно так идет. Дальше, мои хорошие, образ, как подружки собрались, ну, либо друзья, возможно, собрались. Вот вас то ли трое, то ли пятеро. И ну вот троих я вижу точно. И эти люди, они как костяк этой компании, да, либо они самые задушевные друзья. А остальные люди, они как либо позже придут, либо они, ну, плюс-минус, да, общаетесь. У вас такая теплая компания получится. Компания, которая не только будет гулять хорошо, но и какие-то вопросы решать хорошо и поделиться тем, что вот переживания какие-то у вас есть. Вот прям теплом согревает этот маленький коллективчик, эта маленькая компания. И вы кого-то согреете, и вас согреют. Вообще так скажете, здорово, здорово, что мы есть друг у друга, что мы знакомы с друг другом. И такая прям атмосфера, да, доверительная мне идет. Может, вы вместе куда-то отправитесь, либо как-то время будете проводить, либо какой-то повод будет собраться. Это здорово на вас повлияет. Кто особенно вот ощущал там одиночество, что я никому не нужна, и никому не нужна, там сирота, да, и прочее, прочее. Нет, вот это все уйдет. Дальше показывают цифру 10, единичка и 0 с левой стороны. Либо что-то перенесется на 10 число, 10 число, там, допустим, следующего месяца, скорее всего, следующего месяца. А у кого-то, например, могут сказать 10 дней, да? У кого-то могут сказать твой номер, либо там номер 10, да, вот как-то так идет с левой стороны. Смотрите, что интересно, что для вас эта цифра, она несет в себе какой-то невероятно положительный заряд. И еще эта цифра молнию отводит. Вот она, видите, молния отводит, как громоотвод, да, для вас эта цифра. Возможно, вы что-то будете делать, либо чем-то заниматься, куда-то подаваться. И вам могли заранее люди сказать, что сроки ожидания, либо там очередь очень большая, сроки очень долгие, да, и вы себя уже там настроили, что нужно ждать как минимум там полгода. А тут вам говорят 10 число следующего месяца. Но это же быстро. Либо вам говорят в очереди вы под номером 10. Это тоже быстро. Там, через 10 дней тоже быстро, да, вот гром отводят, значит, вы успеваете, значит, у вас не будет стресса, значит, у вас не будет переживаний, не будет каких-то таких негативных ощущений. Может быть, вы там уже думали, все, пропаду, громом ударит, да, потому что не успею, но нет, цифра 10 отводит молнию от вас. Дальше, мои хорошие, показывают, что рыба хвост показала. Причем так, ну, конкретно показал. Знаете, вот эти киты, да, когда они там вдыхают воздух, они ныряют опять, и виден этот огромный китовый хвост. Возможно, да, это кит. Возможно, это, не знаю, кашалот. Либо какое-то другое морское существо, но очень больших размеров.
Хвост — это очень хорошо, особенно если вы сейчас очень переживаете там за работу, за заработки, за бизнес, либо сидите и горюете, да, чем мне заняться, где мне денег взять, как заработать. Вот этот хвост, он вас и привлекает, и манит, и он вам говорит: вот я здесь, ныряй здесь, либо лови рыбу здесь. То есть как какой-то маячок, может это будет инсайт, может это будет чья-то подсказка. Может, это вообще будет какое-то видение у вас, да? Поймете, где, как, что, с кем, зачем, когда, да, вот это все поймете. Возможно, да, высшие силы помогают, потому что это правая сторона. Скорее всего, вы очень заслужили не только рыбий хвост, но и целую тушку кита, и вы ее получите. Вот у меня недавно было гадание на кофейной гуще, там вообще человека на ките показали. Возможно, вы смотрели ту чашечку, потому что я знаю, что многие зрители, они разные мои каналы смотрят. Вот вам очередное напоминание, что да, кит уже близко, и что да, он будет твоим. А если вы вот впервые оказались на моем канале, то здесь очень хорошие перспективы. Потому что кит — это, я вам скажу, рыба, которая меняет, ну это не рыба, это млекопитающая, да, которая меняет вашу жизнь, меняет к лучшему. Сам по себе он похож на рыбу, да, но огромных гигантских размеров, а рыба у нас деньги, доходы. Плюс киты, они же выпускают эту воду, фонтанчик воды, а это чувство, это эмоции, то есть это ваше будущее состояние. Дальше. Здесь показывают очень странных птиц. Одна птица на гигантских длиннючих крыльях, а другая наоборот. Сама большая, а крылья маленькие. То есть новости из очень сильно далека. Однозначно это та птица с большими длинными крыльями. И какие-то местные новости, либо сообщения, например, от какого-то знакомого человека. Большая птица, но с короткими крыльями. То есть и то получите. И это приятные события. Благодаря этим новостям, благодаря этим птицам, горы мельче становятся. Прям такие маленькие-маленькие. Были большие, а тут раз и в миниатюрки превратились. То есть вам не страшно. Не страшно, вам хорошо, вам спокойно. И вы думаете: о, прорвемся, да все нормально будет, да справимся. Ну что переживать, да? Хороший знак. Дальше показывают мужчину. Мужчина, который в прошлом не оправдал ваших ожиданий. Ну, смотрите, вы все разные, да. Если вы женщина, то, возможно, вы там рассчитывали на связь, на общение, на любовь, на счастье, на семью. Возможно, мужчина, не знаю, что-то вам обещал, с 3 короба обещал, гарантировал, но не сделал. Если вы мужчина, то это может быть какой-то там компаньон, бизнес-партнер, работодатель, родственник тоже может быть, да, тоже какие-то обещания, надежды были на этого мужчину. Но мужчина такой, знаете, круть-верть, произвел впечатление нестабильного и безответственного. Да? Возможно, вы даже разочаровались в этом человеке, уже ничего не ждете. Мужчина, он буквально вступает, делает шаг на вашу линию судьбы. То есть что-то он такое сделает, что повлияет на вашу дальнейшую жизнь и буквально перепишет вашу судьбу. Но он вступает на вашу линию судьбы с правой стороны, то есть по благородству души и по сердечным намерениям. То есть не обидеть, не предать, не обмануть, а вот сдержать свое слово, исправить свою вину, чем-то пожертвовать во имя вас. То есть сделать что-то, чего вы вовсе не ждали. И то, что вы сейчас планируете, да, вы там себе придумали что-то, запланировали, думаете: ага, значит, буду действовать так. Вот все эти планы, они либо отпадут, но потому что за ненадобностью, да, либо придется там прям сильно корректировать, потому что этот мужчина очень многое возьмет на себя. Его жест, его этот шаг очень сильно меняет вашу дальнейшую жизнь, вашу судьбу. Еще, мои хорошие, женщину показывают странную. На вас очень злится и плохо себя чувствует. У нее какое-то состояние такое, знаете, болезненное. Но это не болезнь. Может, это похмелье, может, и еще что-то. Злится на вас, вот как кулаком такая: ох, я тебе покажу, ох, я тебе там сделаю, да.
пустые слова говорят, пустые. А вы ее увидите, вам прям смешно станет. Либо когда до вас дойдет информация, что она якобы вам там угрожала, прям в голос будете смеяться и думать: господи, какое ты посмешище. Ну вот кто бы говорил, да? Кто бы, чья бы корова мычала, но твоя молчала. Вот как-то, знаете, прям поднимет вам настроение. Ее вот эта агония, да? Мне кажется, что она получила по справедливости. Винит, конечно, вас. Может быть, у вас не было противостояния. Она явно проиграла, но она не хочет этого признавать. То есть ей еще кажется, что я поборюсь, я там все всем докажу. А на самом деле уже и доказывать не надо. Тут уже и ежу понятно, что она проиграла. Только ей почему-то непонятно. И еще и пытается там кулаки показывать. Эх, проказница. Все, уже песенка спета. Так, а вот здесь два каких-то персонажа странных. У них в руках маленький нож, абсолютно тупой. Может, он вообще, знаете, деревянный, этот нож. Может, он в этой как упаковка, либо, как это называется, закрытый ножный, да, в чем-то, да, он не острый. Эти люди с этим маленьким ножом спешат как-то вас там, не знаю, защищать, с кем-то идут разбираться по поводу вас. И вы об этом не знаете, узнаете в последний момент, когда уже все случится, либо там даже по прошествии нескольких дней. И это так мило, это так, не знаю, вот душещипательно, да, говорят. Маленькие люди, не обладая ни силой, не обладая оружием, идут заступаться, либо отстаивать ваши интересы. Они вас очень любят, вы для них очень важный человечек. И, понимаете, они ничего не боятся. Вот что касается вас, ради вас, вот готовы пойти на все. Себя не пощадят, да, но за вас заступятся. Очень похожи на детей. Но может, это и не дети, может, это какие-то совсем молодые люди, либо наоборот уже пожилые люди, да. Вот с этим маленьким ножичком они идут вас защищать и заступаться за вас. Прям такие нежные, хрупкие, но такие смелые. Поблагодарите их обязательно. С такими защитниками вам вообще нечего бояться. Вы точно не пропадете. Да, это мило. Это очень мило, когда вас так любят, ценят, уважают и готовы люди вот пойти за вас. Ну, буквально там против мощнейшего какого-то врага, но вот чтобы вас защитить. Так, еще с понедельника. А что-то с погодой будет происходить. Причем что-то, что вам вот как раз-таки на руку. Допустим, если вам нужно какие-то работы проводить там в саду, в огороде, и был какой-то ужасный солнцепек, то, возможно, небо будет затянутым, да, и даже вот попрохладнее будет. Комфортно вам будет проводить какую-то работу. Если вы как раз-таки едете в отпуск, то погода установится просто шикарная, безоблачная, да, вот прям солнышко, что надо, отдыхаете, загораете, там море теплое, да, хороший знак. И также, мои хорошие, у кого-то, например, там проблема, высыхают ваши посадки, да, либо вы там задыхаетесь из-за того, что цветут некоторые травы, не знаю, там этот тополиный пух летает, и у вас там аллергические, не дай бог, проявления, то может даже и дождик пойти, вот это все прибить. Ну, понятно, что это на время, но тем не менее вы себя лучше как-то почувствуете, да, покомфортнее будет вам немножко. Дальше показывают, вот как купол храма. Мне идет храм, купол храма. И, возможно, вас туда ноги сами отнесут, отведут. А, возможно, вас ангелы туда проводят. Допустим, вы себя плохо чувствуете, либо на вас есть какое-то негативное воздействие, либо у вас какие-то проблемы со здоровьем, у вас там какой-то период, что там ничего не получается, дискомфорт, ссоры там с людьми. Вот вижу, что дороги ведут в храм, и вас сама либо судьба сопровождает, либо это ваши ангелы-хранители. Смотрите, это предсказание отыграется не у всех, но у кого-то так вот и есть, что ноги сами привели вас к порогу храма. Значит, вам нужно сходить,
зайти, не знаю, постоять, поставить свечку, там, от души помолиться, может, и не молиться, да, но вы сами почувствуете, что нужно делать. Кто-то может зайти и просто расплакаться, и через слезы выйдет этот негатив, боль выйдет, там, болезнь, да, невзгоды выйдут. Вот просто доверьтесь своим ангелам, либо доверьтесь судьбе, вас приведут именно к храму, к какому-то благому месту, где вы получите спасение, исцеление, избавление там, от негатива, допустим. Не у всех отыграется, а у кого проиграется, не нужно с этим бороться, идите, вам хотят помочь. Опять же, меня смотрят не только христиане, да, смотрят и другие люди, которые исповедуют другие религии. То есть вы тоже, да, окажетесь буквально на пороге того места, где проводятся службы, да, где почитают Создателя. Идите, неважно, что вы там не планировали, либо вам куда-то по делам надо, все равно идите, это гораздо важнее. Я вижу, что через место поклонения идет избавление от чего-то плохого, что вам по жизни мешает. Как я уже говорила, будь то болезнь, будь то неприятности, будь то ссоры, конфликты, либо какой-то вот негатив, который мог быть на вас. Вот обязательно идите, и все будет хорошо. Вы прям почувствуете эту благодать, почувствуете, как уходит вот нечто липкое, холодное, противное, что буквально сжимало вам грудь. Мои хорошие, на это все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.